«У меня ужасная вода» или «2 дня нет дома воды». В последнее время подобные жалобы поступают от жителей Якутска в компанию «Водоканал» с незавидной регулярностью. Владимир Сенюшкин побывал в лаборатории предприятия и узнал, в чем причина ухудшения качества воды. Вообще природная вода всегда содержит различные примеси, которые поступают из окружающей среды и в конечном счете определяют ее качество и возможность использования для различных целей в быту. Как вы все знаете, в данный момент вода идет в городу по качеству, по светлости, мутности не соответствует гигиеническим нормативам. По химическому же составу вода в основном не превышает предельно допустимой концентрации вредных веществ. Тем не менее, водоканалом организована бесплатная раздача питьевой воды по микрорайонам города. С 30 точек каждый день 10 до 11, кажется, и вечером с 5 до 21 часа. Определенных адресов все стоят эти машины, я раздаю воду бесплатно. Но даже и низкая по качеству вода доходит до потребителей нерегулярно, подаваясь в определенные часы при пониженном давлении или не подаваясь вовсе. Это связано с тем, что мощность водозабора по крайней мере на четверть меньше, чем потребности города. А в блогах и на форумах между тем кипят страсти. Почему вот уже 2 дня на Кирова-Лермонтова нет воды? Почему в управляющей компании мне говорят, что ведется ремонт в водоканале? Почему каждый год повторяется одно и то же? И никто никогда ни за что не отвечает. Чем водоканал занимается целый год? И как он вообще расходует средства? У меня в руках протокол результатов анализа пробы той воды, которую мы привезли с собой для экспресс-анализа в лаборатории. Данная проба воды не соответствует санитарным правилам и нормам по органолептическим показателям, то есть по показателям цветности и мутности. Предельно допустимые концентрации превышены в несколько раз. Специалисты не могут однозначно сказать, как долго еще ситуация будет оставаться такой, как сейчас. В Лене идут большие русловые трансформации, и как следствие меняется состав воды. Поэтому пока тем жителям Якутска, которые используют водопроводную воду в качестве питьевой и для приготовления пищи, необходимо ее отстаивать и кипятить. Владимир Сенюшкин, Василий Соловьев, НВК «Саха».